Один из выпусков нашего телевизионного цикла «Память о мастере» мы посвящаем Гиви Смыр. В этом году исполнилось 80 лет со дня его рождения и 50 лет с той самой первой выставки, которая прошла в 1975 году в Сухуми, когда впервые были представлены работы Гиви Смыр и Руслана Пандария. Их дружба, творчество и взаимная поддержка сопровождала всю жизнь. И здесь сегодня находится музей под открытым небом, и даст Бог будет развиваться, жить и существовать культурный центр, который будет каждому, кто придет сюда, рассказывать о том, какой он был – художник, общественный деятель, скульптор и просто удивительный человек. Сейчас мы находимся в Афоне. Город с древней историей, культурой, с уникальной природой. Здесь все располагает к тому, для того, чтобы формировался взгляд на жизнь, совершенно оторванный от повседневной суеты. Конечно, только здесь мог сформироваться такой художник, общественный деятель, абсолютно уникальная личность, как Гиви Смыр. Город – это не всегда памятники, ландшафты и исключительная красота природы. Это еще и люди, которые формируют его уникальное пространство. Гиви стал одним из тех, который очень сильно повлиял на культурную составляющую этого города. Но и сегодня, когда его уже несколько лет нет с нами, его след мы чувствуем везде. Батан Самсонович, но Гиви Смыр был не только художник, скульптор, общественный деятель. Он подвижник, он, мне кажется, влюбил всех афонцев в свой город. Конечно, они и до него любили, но он вовлек их в такой беспрерывный процесс созидания, сохранения исторического наследия города. А знаешь, если бы одним словом сказать, есть Афон во мне, как люди говорят, а он был в Афоне. Он очень любил свой город. И он, кстати, очень хорошо разбирался в ситуации. Он был археолог, он был спелеолог. Вот даже вот эту черепаху, это только он мог найти среди камней Сырской. А вы помните этот период? Как не помню, мы помогали ему, чтобы вот это сделали. Это был сразу послевоенный период, когда ребята тут, скажем так, могли уйти в плохую сторону. И он организовал целую группу ребят, и с ними целый день вот эти дорожки они делали. Кстати, дорожка вот вокруг озера на Псорске, они все это выкладывали. Ну, одна цель была как-то сделать это, чтобы было привлекательно, хотя это не принадлежало ему. К нему, но не имело. Ну, то есть территория его ответственности, она выходила далеко за пределы за этого рамки города. Всех. Дело в том, что он в этом городе был такое ощущение, что он нес ответственность за все, что тут происходит. И, в принципе, даже сегодня его уже нету сколько лет. Ты въезжаешь, как только в центр Афона въезжаешь, ты везде чувствуешь его дыхание. В официальной биографии Гиви Смыр написано: родился 9 мая в 1945 году в городе Новый Афон в Абхазии. Будучи школьником, он глубоко интересовался историей своего народа, традициями и культурой. Особенно увлекался нардским эпосом и древними богами. Будучи первооткрывателем Афонской пещеры, одной из крупнейших на планете, он прославился на весь мир. На мой взгляд, как художник, Гиви Смыр ярче всего проявился в скульптуре. Эти мощные формы, большие, крупные, масштабные, все это он делал в такой гармонии с природой. Если посмотреть даже на скульптуры из камня, из дерева, это все природный материал, который он не подчинял себе.
Он находил форму, которая больше всего соответствовала его замыслу. И, скорее всего, он как художник давал ей такую огранку, создавая такие образы. Поэтому работы Гивис Мур иногда сравнивают с работами Генри Мура, который также создавал форму, которая соответствовала ее внутреннему содержанию и меньше всего вторгался в ее такое вот искусственное создание. В этом прекрасном пространстве под открытым небом мы видим скульптуры художника, скульптора Гивис Мур. И мы видим, что очень важное место в его творчестве занимал нарский эпос. Герои нарского эпоса, они предстают перед нами в совершенно непривычной для нас форме. Конечно, этот памятник духовной культуры занимает огромное место в его творчестве. Он и в ранние периоды, и в более поздние возвращается к нему. Здесь мы видим и образ Гунды прекрасной, и видим камень нартов, и много разных элементов и сюжетов, которые нас отсылают к эпосу. И это совершенно неудивительно, потому что такое художественное мышление народа, конечно, на него эпос, который родился в горах Кавказа, древний эпос, он оказал огромное влияние. Так важно, что работы Гивис Мур сегодня можно увидеть, потому что в судьбе художника бывает так, что не всегда работа бывает общедоступной. То, что сегодня можно приехать в Афон и увидеть его работы, этот чудесный музей под открытым небом, на мой взгляд, это лучшая память о художнике. Самое главное, что мы продолжаем его дело, потому что он при жизни все это сделал, и сделал как раз-то для того, чтобы была возможность людям смотреть и видеть, понимать и чувствовать немножко культуру нашего народа, потому что все, что было связано с народом, у него выливалось это в картинах, в работах по дереву, по камню. И, конечно, это очень важно. Мы стараемся это сделать всеми силами. Вот здесь вот мы видим такую инсталляцию, стена суровая, такие мощные цепи и обрызки, но героя здесь нет. Да. Каждый может попробовать себя в роли героя. Это его любимое место, и его любимый герой был Абраскил. Он всегда воодушевлялся тем, что человек может пожертвовать собой ради счастья других. Его это очень сильно впечатляло всегда. Очень интересные моменты. Я этого раньше не понимала. Только после его ухода я стала понимать. Он всегда говорил: был бы у меня диктофон, я бы наговаривал. Потому что когда утром я приходила, была одна картина, идеи были, а вечером было совершенно другое. И каждый раз, когда он сидел, работал, а это было очень тяжело, вот не просто нарисовал, он сидел сутками на маленькой скамеечке, держал руку, и вот так вот он это все вырисовывал. И он говорил: я понимаю, когда я рисовал картину, что Гунда, она наговаривала, когда она заплетала хвост коню, она наговаривала, какие-то были наговоры. Какие-то понимания у него какое-то появлялось совершенно тонкое, совершенно необычное на первый взгляд, если не понимаешь, о чем идет речь. Но вот он это просто чувствовал. Работая с этими персонажами в этом колорите, ему открывались какие-то тайны. Несомненно, ему открывались миры, и эти миры интересны до сих пор всем тем, кто посещает и смотрит его работы. Они оставляют за собой загадку. Да. Женские образы получили продолжение в живописных полотнах Гивис Мур. Мы видим женщин как основу мироздания. Они очень гармонично сливаются с природными ландшафтами, с окружением, в котором они существуют. И даже в одной из своих работ, достаточно известной, которую он посвящает царю Леону, гора Анакапия выступает в роли женщины. И наблюдать за трансформацией этих образов всегда очень интересно. вот
творчество, оно как бы фиксация его нематериального наследия, восприятие того. То есть такое эпическое мышление он смог транслировать в современную жизнь. Вот А оно необходимо, чтобы гениально. сохранить Слово себя. эпическое вот для такого маленького локального места, оно целое вот такое Эпос целый. целый эпос. Вот как один человек может изменить отношение к какому-то месту, историческому памяти и придать ему памяти. И, кстати, после него, несмотря на то, что сейчас очень тяжело на Афон смотреть, это застройка хаотичная, без учета архитектурного ландшафта, тем не менее, все считаются с теми установками, Которую он- которые он давал. То есть он был когда-то. таким, так скажем, морально-этическим камертоном Да. этого Вот смотри, если, чтобы понять, что он за человек, в конце 70-х, начало 80-х годах Гиви с Мыр, даже в конце 70-х, рыли карьер за Накопийской крепостью. Ну, это рыли просто варварски. И попытки остановить не получалось. Ну, тогда была Грузия, состав. И что он сделал? Пришел и объявил голодовку. А через 3 дня он объявил, что с завтрашнего дня он перестает пить воду тоже. И вся страна всколыхнулась. Если он сказал, он это Я сделает. даже не знала об этом факте, это очень интересно. И мы пришли все сюда. И мы стояли возле них и не пили. И мы не могли даже ему сказать «выпей». Какой это был год? Конец 70-х, до Конец 80-го 70-х года. годов. И они остановили разработку карьеры, тем самым спасли. Сейчас бы Накопийская крепость, это тоже, наверное, не зря под Накопийскую крепость копали. Это же на обрыве было. И тогда ему присудили орден жирафа. Вот сейчас его ни в какой энциклопедии не найдешь. Орден жирафа присуждали, он был такой, какую-то бумагу давали людям неординарным, которые могли сдвинуть в чем-либо неординарную ситуацию. Вот тех, которые, ну вот, были очень благородной душой. Вот это Гиви с Мыр. Я знаю, что в деле реставрации Накопийской крепости и сохранения ее Гиви принял особенное участие. Ну да, нет, он вообще очень много сил и труда, энергии вложил как бы в сохранение Накопийской крепости. Сейчас Накопийская крепость достаточно ухожена, презентабельна. А сразу после войны она нуждалась в поддержке, в реабилитации, денег не было. Это все делались сами. Келья и ущелье Псырцка и Нападу. А Накопийская крепость, рука его есть. Вот даже вот сейчас, где мы были внизу, где водопад, но ты видишь, что там ужас, масса строения. Благодаря Гиви огромная площадка хотя бы сохранилась, где сейчас на террасе у него есть выставочный зал. Гиви, пожалуй, единственная в Афоне, которая не имеет огромного, большого. А если я был бы счастлив, если бы он взял какой-нибудь большой пансион, он там бы сделал роскошный музей. Себе он ничего не оставлял. Но зато сегодня площадка, где вот находится там центр. Ну, потому люди верили, поддерживали и вовлекались в этот процесс, потому что он сохранял общее пространство. А Гиви еще вот была удивительная вещь. Он же помогал местным жителям. У него идея эта родилась. Его пожелание было, чтобы в Афоне было пространство, где творческие люди могли встречаться, могли общаться, обсуждать какие-то проекты, потому что Афон заслуживает такого пространства, столько много культурных, исторических памятников в Афоне, что, конечно, бы продолжить эту традицию и чтобы здесь зарождались какие-то новые творческие, культурные идеи, было бы очень хорошо. Он один раз выставлял картины, здесь была выставка вот здесь, на веранде. Он это мог позволить, потому что он был художник, он рисовал. Сейчас картины находятся немножко в плачевном состоянии, и просто выставлять их там, где повышенная влажность, и где не соответствует температура, и все остальные нормативы, конечно, я себе этого позволить не могу. Мы работаем над этим. И очень надеемся, что все-таки мы увидим отклик нашего желания, нашего
запроса, и обязательно такое место у нас в Афоне появится, где каждый сможет прийти и посмотреть его работы, его картины не только на улице, не только под открытым небом, но еще и в помещении, познакомиться с его творчеством, с его картинами. Это было у Кузнецкого моста. Я оказался в Москве, мы поехали на выставку. Это последняя выставка. Я последний раз, когда я с ним общался, через 2 месяца его не стало практически. Мы часа 2 или 3, там менеджер Кирбая, Бесик Агарбай, сидели в кафе или в ресторане, общались, говорили о многих планах. И я ему сказал: Гиви, пока вот твои работы здесь, надо их оцифровать, сделать каталог, давай. Беслан сказал: я готов помочь профинансировать, но он сказал: я не могу этим заниматься, пусть Жаклин занимается. А он такой был, то, что касалось его, верификации того, что он сделал, у него на это времени сил не было. То есть, когда мы встречались с ним и говорили, мы поднимались на вот эти, парили в этих высотах. И когда он уходил, кое-что все-таки в нас оставалось. Вот. И если он разводил руки и говорил: ну, старик, ну что мы будем делать? Это означало, что он в крайне озабоченном состоянии. Но также он рад, ну вот нормально же, получилось. Жаклин, вот знаешь, я хочу тебе сказать, что вот сейчас целый день проведя в Афоне, думая о Гиви Смыр, у меня вот такая хорошая мысль мелькнула. Долгое время мне больно было приезжать, как-то его нету, и что там делать. И вот его сыновья выросли, он так похож на отца. Это все идет от него, харизма, ощущения. И я думаю: Господи, еще 3-4 года я уже буду приезжать сюда, думаю, что я приезжаю к Гиви, и это будет твой как бы рок, ты должен был с нас выдержать. Друзей Гиви, людей, которые его любили, спасибо вам, что вы сумели как бы вот защитить или спасти то, к чему он стремился. Мы очень надеемся, что действительно Афон станет таким местом, где культурный центр Гиви Смыр будет привлекать людей со всего мира. Они будут сюда приезжать, и это будет место паломничества, он этого заслуживает, и это будет интересно всем. Аминь. И, возможно, там будут не только работы Гиви Смыра, а действительно все, что связано с культурным наследием, хотя бы Афона. Да, это уже немало. Однозначно.